Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. У нас у гасцях надзвычайны і паўнамоцны пасол Великабрытаніі ў Беларусі, спадарыня Фіона Гіб. Пагаворым пра сённяшні стан узаемаадносінаў паміж нашымі краінамі. Здравствуйте, госпожа посол. Здравствуйте. В первую очередь хочу поздравить вас с Рождеством Христовым, с колядами, с наступающим Новым годом. И, может быть, по ходу такой вот вопрос для того, чтобы наш разговор более так начался в хороших тонах. А как вы празднуете вот эти праздники? Новый год, Рождество? Рождество и Новый год. А как празднуете? Как? Хорошо, 25 декабря, значит, во вторник, этой недели, я была с мамой, она посетила меня в Минске, она уже уехала, вернулась сегодня в Шотландию, но мы отмечали вместе, спокойно в квартире, где я живу, в Минске. Мы открывали наши подарки утром. Мы позволяли себе бокал шампанского утром, и мы завтракали вместе, и потом мы спокойно были в квартире, и днем мы ужинали в ресторане вместе, и потом мы вернулись домой, потому что 18 часов вечера, значит, 15 часов в Англии, в Великобритании, наша королева, она выступает с речью. Это ежегодная речь, очень важная речь для семьи, нашей семьи. Мы были готовы в гостинице, где есть телевизор, и мы посмотрели мы слушали речь королевы. Ну вот вы сказали так спокойно, отметили, но в то же время вот я знаю, что вы умеете и так немного неспокойно отметить. Я имею в виду так потанцевать. Вот у меня есть, я видео такое на YouTube нашел, где вы под ирландские дуды, шотландские дуды так танцуете танец. Можно даже кусочек видео поставить, я попрошу. Ну вот так танцует госпожа Фиона Гиб. И, насколько я знаю, вы уже практически 3 года работаете в Белоруссии послом. 24 января будет вот ровно 3 года. Вы можете подвести такой промежуточный итог своей работы? Что, на ваш взгляд, вам удалось сделать из запланированного заранее? Что, может быть, не удалось? Что еще думаете успеть сделать? Да, я рада, когда я оцениваю эти 3 года. Я рада с прогрессом наших отношений между Белоруссией и Великобританией. Когда я приехала, как вы сказали, я приехала в январе 2016 году, и 1 месяц после этого ЕС отложили большинство санкций. Это очень важный шаг. И после этого я могла развивать наши отношения. И в новые направления. Например, я хотела развивать наше понимание в экономическом сфере, торговом сфере. И я хотела бы развивать наше британское понимание на сфере безопасности. До начала 2016 года, мне кажется, даже когда я была в Лондоне и я ждала приехать сюда, мне кажется, в то время мне казалось, что
наше отношение, мы посмотрели Беларусь through the prism of, как сказать, сквозь призму. Через призму прав человека. Это, конечно, это важно, и мы продолжаем эту работу. Но я хотела бы развивать другие направления. И в этом году, например, ваш белорусский министр иностранных дел, господин Макей, он посетил Лондон в марте этого года. Очень знаменательный шаг. Первый визит любого министра правительства Беларуси в 25 лет. Например, это политический шаг, наш политический диалог развивается, и наше сотрудничество в сфере безопасности развивается. Я очень рада, когда я вижу наши отношения 3 года назад, и я оцениваю сейчас, я вижу прогресс. Ну вот в 2017 году в Минск приезжал министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании сэр Алан Дункан. Сейчас вот в 2018 году министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей посетил Лондон. Вот эти 2 визита как-то кардинально изменили наши двусторонние отношения? Или они вот плавно идут вперед? Или вот есть какое-то такое резкое вот изменение? Нет, это спокойный прогресс. Вперед. Самое важное слово — это вперед. Я не хотела бы объяснить эти шаги как sharp progress. Резкий прогресс. Но это спокойный прогресс, где мы пытаемся увеличить взаимопонимание. Потому что наша цель, конечно, самое важное для нас со стороны Великобритании — это поддерживать независимость Беларуси в будущем. И по нашему мнению, это значит, что надо сделать некоторые реформы. И есть, конечно, критика из вашей стороны и из нашей стороны. Но когда мы можем развивать наши отношения позитивно, мы можем иметь открытый разговор. И где есть места для критики, но самое важное есть это обеспечить места для лучше понимания. И для меня это, по-моему, это самое важное. Самое важное. Как сказать? Просто это так. Самое важное это, что эти разговоры продолжаются и даже увеличается в будущем. В следующем году нет до сих пор точные планы визитов, но я работаю на этого с белорусскими сотрудниками из правительства, из министерства и с моими коллегами в Лондон. Может быть, как-то прорабатывается вопрос визита президента в Беларуси в Великобританию? Я не знаю, хотел ли он посетить Великобританию или нет, но в будущем, если есть желание со стороны Беларуси, со стороны президента и с нашей стороны, я не вижу, почему нет. Конечно, это если мы серьезно увеличение отношений, конечно, это самое важное, это понимание, это встреча. И мне кажется, что если я
могла бы сказать, президент Лукашенко, он не очень часто посетил европейские страны. И было бы очень хорошо, если он мог бы чаще посетить европейские столицы. А вот зачем? Вот что это даст, ну, я не знаю, в отношениях между Европой, Великобританией и Белоруссией, если будут частые визиты руководителя Белоруссии в Европу, например? Это как-то подтолкнет наше сближение? Will current visits promote relations between our countries, promote the improvement of relations? Я считаю, что да. Это важно, потому что есть, наверное, есть многие вопросы на каждой стороне, с каждой стороны. И когда есть такие визиты, такие встречи на этом уровне, это следует в более открытый разговор. И я не понимаю, как этого могло бы плохо. Я не вижу, я только вижу позитивно, advantages, как сказать, advantage, преимущество, да. Не значит, что я не хотела бы сказать, что мы ценим отношения между Белоруссией и Россией. Мы знаем, что это самый важный партнер для Беларуси. Это не выбор для нас. Это не выбор между Россией и ЕС. Но Беларусь должен иметь различные друзья. Не только Россия. Согласен с вами полностью. Год назад где-то мы с вами встречались в студии Еврорадио. Тогда только произошел Brexit, и когда я задавал вам этот вопрос, вы как бы, ну, не очень хотели слышать этот вопрос от меня. Тем не менее, почему мы интересовались тогда и почему интересуемся теперь? Остается все-таки немного, ну, такой вопрос, повлияет ли как-то Brexit и то, что дальше будет после Брексита, на отношения между Великобританией и Белоруссией. Ведь известно, что раньше политика Великобритании в отношении Белоруссии строилась в рамках политики ЕС. Теперь как-то вот что-то изменяется, нет? Ну, это интересный вопрос. И, честно говоря, я не знаю точно. Ну, конечно, вы правильно сказали, когда вы объяснили наши отношения часто в рамках ЕС. И после Brexit, ну, что я могу 100% сказать, что наши отношения в ЕС или после Брексита наши отношения с Белоруссией будут развиваться, конечно. И мы не будем членом ЕС, но, конечно, мы европейская страна, Великобритания — это европейская страна. И европейская безопасность — это будет важно, как сейчас. И мы членом НАТО, мы членом другие европейские структуры. И, конечно, we're not going to retreat. We're not going to be retreating. Мы не отступим из Европы, из ЕС, но не из Европы. So, я не вижу причину, когда наши отношения с Белоруссией не могли бы развиваться, как сейчас.
Вы вспомнили о том, что там, скажем, до 2016 года в первую очередь обсуждался с Белоруссией вопрос соблюдения прав человека. Да. Сейчас вы много говорили о том, что вот безопасность в регионе – это очень важно. И многие европейские политики мне признавались, что действительно безопасность в регионе вышла на первое место в отношениях с Белоруссией. А вот вопросы соблюдения прав человека, свободы СМИ и так далее, все эти вот ценности, о которых мы знаем, они как-то стали даже не на втором, а где-то там на третьем, на четвертом месте. Вот у Великобритании такое же отношение? Нет, это неправда. Я не понимаю людей, которые так говорят. Конечно, свободные СМИ, свободные слова и свободное собрание, они всегда очень важные темы для нас. Это не вопрос, что сейчас такие вопросы на третьем месте сейчас. Это неправда. Мы продолжаем работать на этой теме. Мы продолжаем критиковать, обсуждать с правительством на этой теме. Например, когда был этот событие с Тутбай и Белопан в августе, я была в первом день, я была в офисе Тутбай и Белопан вместе с другими послами. Это не всегда ясно, что мы сделаем, потому что часто мы обсуждаем эти темы под закрытым дверью с представителями правительства. Но, конечно, это очень важно, эта тема прав человека. И по нашему мнению, открытое общество – это общество, которое может быть лучше процветать. Да? Когда люди могут выразить свое мнение, это поддержка креативности. Я использую это слово не в смысле искусства, но на смысле экономики. Поэтому мы поддерживаем независимость СМИ и свободные слова, потому что это очень важно, что люди могут выразить свое мнение. И нет страха этого. Это, в конце концов, это знак здорового общества, по нашему мнению. Вот, кстати, мне интересно вспомнилось сейчас, пока вы говорили, вот в 2016 году вы начали работать послом. Уже говорили о том, что вот начались потепления отношений, более так быстро начали отношения вперед идти. 2017 год, 25 марта, разгон демонстрации. И вот какие у вас были мысли? Вот что все на этом потепление и закончилось, или вот, ну, и дальше будем работать, бывает такая страна авторитарная. Вот как вы восприняли тогда эти события? What did we think of the demonstrations last year? Yeah, did you think the SOIN relations ended and you'd have to... Да, well... Это очень сожаленный шаг, regrettable act. Очень жаль, что так произошло. Очень жаль, что такие акции на стороне правительства случилось. Ну, конечно. И мы
очень критиковал не только Великобритания, но и ЕС очень критиковала, как власти реагировали 25 марта прошлого года. И да, это был сложный момент, конечно. Но и были негосударственные организации в Беларуси и за рубежом, которые занимаются с темами в Беларуси, которые критиковали ЕС и Великобританию, что мы продолжали наш диалог с Беларусью, несмотря на эти акции правительства. Но как мы ответили, это, как я сказала уже в начале этого интервью, что самое важное — это продолжать диалог. Открытый диалог, конструктивный диалог может быть также критическим диалогом. Но я не вижу смысла, когда мы turn our backs. Отворачиваемся. Я не вижу смысла. И я знаю, и когда я задаю этот вопрос белорусскими друзьями, по сравнению с 5 лет назад или 10 лет назад, есть прогресс общества. Конечно, есть проблемы, но по сравнению с 80 лет назад это уже лучше. Что мы видели 25 марта прошлого года, я была на улице, я видела, как я не была в центре, но я была на стороне. Но я была шокирована, что я видела. Но я понимаю, что по сравнению с беспорядком в 2010 году реакция властей was a bit tempered. It was a bit более сдержанная. Поэтому надо продолжать этот разговор, этот диалог. Это самое важное, по-моему. Если говорить об этом 2018 году, то все помнят, как на здании посольства Великобритании появился радужный флаг. Ожидали ли вы, что будет такая реакция на этот флаг и в первую очередь со стороны министра внутренних дел Беларуси? Я не ожидала такую реакцию, потому что это не было первый раз в этом году, когда мы уже мы вывешивали. Мы уже вывешивали 3 раза. В 17 году, 16, я не помню. Но когда я была здесь, в 17 года мы решили сделать. И без реакции. 3 или даже 4 раза без реакции. В 14 году, 15 году, 17, 16 я не помню. Может быть, мы не сделали. Но да, эта реакция, я не понимаю, почему была такая реакция. Но да, было жаль, что была такая реакция, потому что наш цель, это самое важное, это поддерживать равенство в обществе. У нас в Великобритании есть дискриминация.
И есть дискриминация в каждой стране. Но и в Великобритании это не все хорошо. И наше правительство поддерживает каждое посольство, чтобы вывешивать этот флаг каждый год. Чтобы поддерживать равенство для общества ЛГБТ. Это не вопрос поддерживать любой выбор, как жить. Это не так, это просто поддерживать уважение для любого выбора. Вы понимаете? Да. Ну вот вы сказали, что когда вывешивали раньше, никакой такой, вообще не замечали, реакции не было. Нет, тут вдруг такая реакция на уровне целого министра внутренних дел. Как вы думаете, вот в следующем году будете вывешивать или подумаете, ой, тут же министр против? Я не решила, потому что это в мае следующего года. Но если мой министр иностранных дел, если наше правительство хотело бы, что наши британские посольства во всем мире I can never remember that word. Вывешивать этот флаг. Да, я не вижу, почему я не. Мы не будем вывешивать флаг. Я готова для реакции. Ну да, я так понял, что вас особо не испугаешь реакцией. Нет. Немного на другую тему смертной казни. Я знаю, что Великобритания большое внимание уделяет этой теме, тем более, что в Европе только Беларусь осталась единственная, которая не ввела мораторий на исполнение смертных приговоров. Почему эта тема для вас так актуальна? Не для вас, и для вас лично, и для Великобритании вообще? Это важно для нашего правительства, это важно для ЕС. Как вы сказали, Беларусь — это единственная страна в Европе, где нет моратория. Есть мораторий даже в России. И я знаю, что 22 года назад был референдум, прошло референдум. Но это было 22 лет назад. И когда наше посольство, мы работаем, как вы сказали, мы много работали на эту тему в этом году. Мы посетили Витебск, Могилев, Гомель. И мы встретились с студентами университетов. И, честно говорят, большинство студентов, они против смертной казни. Они знают, что есть в стране смертная казнь, но большинство, они против. Это интересно, потому что в референдум, как 22 год назад, значит, что any person under 42, any person, любой человек. Все, кому сейчас меньше 40. Молодее, чем 42 года, сейчас не голосовал в этом референдуме. Значит, что мнение изменилось, меняется, продолжает меняться. И я не вижу, почему правительство не может ввести мораторий, потому что мораторий — это не abolition. Не отмена. Не отмена. Моратория — это пауза. Эта пауза может продолжаться 10 лет, 15 лет, как в других странах. И этот мораторием подать время
Потому что я знаю, что президент Лукашенко, он очень хочет, что он часто говорит о референдуме. И общественное мнение это важно для него. Мой ответ, моратория это просто моратория. И моратория подает время, чтобы продолжать эту дискуссию, этот разговор с обществом. И это не от меня. Но моратория могла бы увеличить отношения с ЕС. И это то время, особенно в то время, когда есть такие большие экономические проблемы в Беларуси, увеличение отношений с ЕС было бы очень полезно для Беларуси. Это не очень сложный шаг, по-моему, моратория. Потому что вы можете, you can reverse the moratorium. Можно отменить мораторий. Вы можете отменить мораториум. Но я не хотела бы поддерживать, что правительство отменит моратория. Но мораторий это просто первый шаг. And it doesn't cost anything. Это ничего не стоит. Это ничего не стоит. Но это подать время, чтобы продолжать разговор с обществом, которое это очень важно для президента. Ну да, действительно, потому что, если я не ошибаюсь, большинство европейских стран мораторий вводили тоже не референдумом, а политической волей. Да, было принято решение, да, как и у вас, как и в России той же самой, поэтому действительно можно так поступить. И насколько я знаю, уже там чуть ли не 10 лет, если не больше, в Палате представителей работает комиссия, как там сложно называется, комиссия по изучению вопроса о возможности введения моратория и так далее. Изучают. Что изучили, так до сих пор непонятно. Проходят конференции, где и депутаты, и представители этих комиссий, и представители МИДа, эксперты участвуют. Вот под патронажем посольства Великобритании проходила конференция. Как вы видите, вот как вам кажется, все-таки какие-то движения в сознании, движения в этом вопросе есть или нет? Вот я лично не вижу. Вот, честно говоря, я не считаю, что этот вопрос смертной казни – это самый важный вопрос для населения. Самый важный вопрос для населения – это экономика, это работа, зарплаты, хорошая система здравоохранения. И эти самые важные вопросы для людей. Я не думаю, что в любой семье вечером вокруг стола, когда они ужинают вместе, что они обсуждают смертные казни. Но когда мы задаем вопрос, и когда люди начинают подумать об этом, да, это интересно, как они думают. Но это не самое важное. Может быть, поэтому вы не видите движение. Но, может быть, это движение, это спокойное движение, потому что это exactly because of this reason it's not the most important topic. Exactly because of the reason. Да, возможно, непонятно, что первое яйцо потому или курица. Это, вы не видите движение, потому что это не самый важный вопрос для газеток. Но я хотела бы, что СМИ, государственные СМИ и независимые СМИ, негосударственные СМИ, я хотела бы, что они могли бы публиковать более статьи о этой теме, чтобы показать правительству, что что мнение общества меняется, особенно среди молодежи. Я чувствую, что есть движение, но прогресс это политическое решение.
в конце концов. Завершая вот тему смертей и прав человека, я хочу еще такую тему. В 2017 году, 30 августа, вы выступили с видеообращением, в котором призвали правительство Беларуси завершить расследование дел о исчезнувших политиках Завадского, Гончара, Красовского, Захаренко. Призвали сотрудничать с рабочей группой ООН по насильственным исчезновениям. Какая-то вот реакция была на ваше это обращение? Вот было ли какое-то там к вам, я не знаю, там из МИДа там, или еще откуда, с администрации президента сказали, вот мы, да, вот мы вас послушали, вы правильно все говорите, мы так и сделаем, или что вы лезете не в свои дела? Или никакой реакции? Никакой реакции. Вы имеете в виду мой видеоблог? Да, видео, да. Видеоблог. Да, я помню, конечно. Это не первый раз. Я так говорила год назад в этом международном день. Но не была реакции из правительства. Нет. Ну, еще раз вернусь к таким структурам, как Евросоюз. Мне просто вот интересно ваше мнение как дипломата, как человека, который разбирается во внешней политике. Вот решение Великобритании выйти из Евросоюза, говорит ли это о том, что вот есть большой кризис в самой этой структуре, и вот, может быть, она его не переживет? Я почему спрашиваю? Сейчас такие трудные отношения у Беларуси и России в рамках союзного государства. И тоже есть вопрос такой, многие эксперты говорят, может нам если не выйти из союзного государства, то, по крайней мере, заморозить наше участие в этой структуре. Может быть, время такое, когда вот эти такие большие объединения распадаются, может, они не жизнеспособны? Вот ваше мнение. Это сложный вопрос. Конечно, я знаю, что у нас в Великобритании сейчас это сложное время, но это не значит, что ЕС будет сильное будущее для ЕС, конечно. Это не значит, что ЕС это не важная, сильная структура. Can you say that? It's not. So the question is about do I think these structures haven't got a future? Yeah. Do you think it's in crisis? Do you think that the UK leaving the EU means that the EU is in crisis? Okay, I think it's easier for me to answer this in English. Right. So no, I don't think the EU is in crisis. Yes, the UK is leaving the EU, but the EU is a strong, has developed over many years, and has attracted, new members over the years, and it is a strong institution. And I don't think the EU is in crisis, even though, this particular period is very challenging for both the UK and for the EU. Несмотря на то, что сегодняшний период довольно сложный как для Великобритании, так и для Евросоюза, я не считаю, что Евросоюз находится в кризисе. Это такое сильное образование, мощное образование, которое развивается и развивалось на протяжении многих лет, которое приняло новых членов в последние годы, и именно поэтому я считаю, что ЕС выстоит, не находится в кризисе. I don't think as an ambassador it's for me to comment on the union states between Belarus and Russia. The only thing I will say is that if this union state works for Belarus, and this is what the government wants, then that is the government's choice. Что касается союзного государства Беларуси и России, я не считаю, что как дипломат я могу комментировать этот вопрос. Я скажу только лишь, что если белорусское правительство, если Беларусь считает, что
нахождение в союзном государстве ему на пользу, то именно это должно двигать их выбор. However, it is a concern to see that Russia seems to be exercising a lot of pressure upon Belarus, particularly at the moment. And I know this is a cause for concern for a number of my Belarusian friends who have seen ups and downs in the Belarus-Russia relationship, but they are particularly concerned at the rhetoric from Russia now. Что выглядит волнующим, так это то, что кажется, что сейчас Россия особенно сильно давит на Беларусь, и это то, что говорят мне мои белорусские друзья. За многие годы они видели и падения, и взлеты в белорусско-российских отношениях, но именно сейчас риторика и тот посыл, который исходит из России, выглядит особенно волнующим. And I think that Russia is using what we would call in the playground bullying tactics towards Belarus in a sense. And I think this is a great cause for concern for your government. Такое поведение России мы бы назвали буллингом, то есть таким запугиванием, то как более сильные дети запугивают более слабых в песочнице. И опять же, я повторюсь, это выглядит волнующе. I think the union state, any union, can only be successful can only be successful when there is equality and mutual respect on both or all sides. Любой союз, сколько бы сторон в него ни входило, должен быть основан на принципах равноправия и взаимного уважения. Вот такое поведение более сильного ребенка в песочнице, как вот вы сказали, оно, на ваш взгляд, свидетельствует о том, что есть опасность для суверенитета и независимости Беларуси? Belarus's economy is very dependent on Russia's, and this has been the case for many years. I certainly hope that this is not a threat to Belarus's sovereignty and independence. Of course not. I hope that Belarus can find a way through this problem. But this is why, Belarus needs other friends, not just one key relationship. It needs to also develop its relationship with the EU and with other countries as it is doing. No, I think these are difficult times for Belarus, but I wouldn't go as far as to say it's a direct threat to Belarus's sovereignty and independence. Экономика Беларуси очень сильно зависит от России, и такая ситуация складывалась на протяжении многих лет. Я очень надеюсь, что теперешняя ситуация не ставит Беларусь в какую-то более уязвимую позицию, под угрозу России. Я надеюсь, что Беларусь найдет выход из сложившейся ситуации. Но именно поэтому, как я сказала ранее, Беларуси нужны и другие друзья, и в Евросоюзе, и в других частях мира. И Беларуси следует развивать отношения с этими странами более активно, что она сейчас и делает. Сейчас действительно очень сложное время для Беларуси, но я очень надеюсь, что сильной угрозы нет. Беларусь союзник России, как вы сказали, наш главный партнер России. Мы там ОДКБ входим, другие объединения. На фоне ухудшения отношений между Великобританией и Россией, шпионские скандалы, все это остальное, отношения к Беларуси как-то поменялись, вот как к союзнику России? Не стали там и на Беларусь смотреть? Вы же союзник России, может быть? Нет. Наши отношения с Россией, это наши отношения с Россией. И этот факт, что Беларусь есть союзное государство с Россией, между Россией и Беларусью, этот факт не влияет на наших отношениях с Беларусью, нет.
Ну и к более легким темам. На ваш взгляд, насколько активно в последнее время, ну, я имею в виду в последнее время, после того, как Беларусь приняла решение о безвизовых поездках в нашу страну, туристы из Великобритании стали ли активнее, чаще приезжать в Беларусь? Вот вы своим друзьям посоветовали ехать в Беларусь или сказали, лучше ты куда-нибудь там вон, в Италию, чем Нет. в Украину лучше съезди, во Львов? В этом году у меня было много друзей, которые приехали посетить Беларусь. Даже завтра приедет подруга из Великобритании. Ну, я видела увеличение цифра туристов из Великобритании. Есть около 10 тысяч за год. Я не помню точно. Но да, благодаря этого решения безвизовой системы. Это было очень хорошее решение и для туризма, и для бизнеса. Бизнес британский интересуется возможностями в Беларуси? Ну, насколько широко интересуется? Вот есть ли такое, ой, как бы нам попасть в Беларусь, вложить тут свои миллионы, или так? Восточная Европа это небольшой рынок для Великобритании. Я думаю, что мы экспортируем в Восточную Европу, как мы экспортируем в Португал. Это не очень развитый рынок, не только в Беларуси. Но я не могу сказать, что бизнесмены в Великобритании утром надо инвестировать в Беларуси. Нет, потому что есть конкурс. Есть другие страны, которые более знакомы для наших бизнесменов. Но я пытаюсь развивать этот интерес. Например, в этом году мы поддерживали вместе с белорусским посольством в Лондоне, мы поддерживали визит сюда в Белоруссию 4 торговых миссий. Это важный шаг. И я надеюсь, что в следующем году, в 2019 году, мы будем видеть еще торговые миссии из Великобритании. Но первый шаг — это торговля. И следующий шаг — это инвестиция. Бизнесмены, которые не сделают торговлю уже с Беларусью, первый шаг не будет инвестиция. Я не эксперт в таких темах, но я надеюсь. Но я думаю, что Беларусь должен... Ваше посольство очень активное посольство в Лондон. Я не очень много работаю, я знаю. Но Беларусь должен продвигаться, более продвигаться возможностей в стране. Я знаю, что 17 января в Лондон происходит очень важная конференция. Это конференция. EBRD организует конференцию. Это первая инициатива PPP. I don't know how you say PPP. Public-Private Partnership. Даже по-русски это ППП. Да. Это важная конференция в Лондон. И мы EBRD, мы надеемся, что эта конференция привлечет британских инвесторов, которые могут инвестировать в развитие M10. Это the road between
is it Дорога М10. Grodno и Minsk, or is it different? Grodno, M10? 10, это M10, да, M10. Мы сказали про британских туристов, а насколько активно белорусские туристы едут в Великобританию? И туристы ли? Может быть, больше, я не знаю, там людей едут на учебу или по бизнесу? Да. Я не знаю точно, потому что отдел у нас нет визовый отдел в Минске, но это в посольстве в Варшаве. Я думаю, что в этом году было 11 тысяч визитные визы в Великобританию. Это не я не знаю шифры, number, числа. Я не знаю числа визы, где... С какой целью? Нет, для изучения. Я не знаю, сколько виза есть для изучения в школах или в университетах. Но это 11 тысяч, это для визита. Или и для туризма, и для бизнеса. То есть общее число 11 тысяч приблизительно. Ну и последний вопрос. Мы начали с того, вот, как вам в Беларуси, и закончим этим же. Если у вас есть, вдруг появляется свободное время, чем вы занимаетесь? Там, куда-то ходите, там, кому-то ходите, или дома просто сидите, там, книгу читаете, музыку слушаете? Вот чем занимаетесь в свободное время? Есть так много работы. Я много работаю вечером. Я живу в посольстве. Я живу на... Это зимой это хорошо. Но летом это не так хорошо, когда я живу в квартире, в посольстве, в здании посольства. Но я много работаю. Но когда я не работаю, я катаюсь на лошади почти каждые выходные под Минском. Я каждый год я принимаю участие в Минск полмарафона. И я тренирую на берегу Свислочи. Зимой меньше. Есть тренировочный зал. Тренировочный зал в посольстве. Я посещаю друзей. У меня есть белорусские друзья. Я очень люблю баню здесь. Не каждую неделю, но один раз за месяц, например. И я люблю путешествовать в стране. Я люблю посетить новые места. Зимой это слишком сложно из-за снега на дороге, но я до сих пор не посетила. Есть города, где я не была. Например, Баранович или Пинск или Браслав. Я не была в Браславе. Это ужасно. Я не была. Это ужас, да. Это ужас. А когда вот вы занимаетесь пробежками на берегу Свислочи, вот вы бежите одна или у вас два security таких? Нет. Это не... Есть возможность побыть одной, там, на шопинг куда-нибудь сходить? Конечно, здесь, в Беларуси, да, конечно. Это не так в Ираке или в Йемене, где я жила раньше. Нет, конечно, я могу свободно погулять в городе, да. Ну, будем надеяться, что отношения между нашими странами будут развиваться и дальше. И если вдруг Великобритания все-таки решит покинуть окончательно Евросоюз, то перед тем, как закрыть дверь, она скажет: а пускай на наше место придет Беларусь, мы вот лоббируем. Спасибо большое. Спасибо вам. Я нагадаю, что у нас у гостях сегодня была надзвичайний повномocний посол Великобритании в Беларусі, спадарыня Фіона Гіп. Дякую велике. Дякую.